Под священный Алгыс орел расправляет крылья. У каждого народа есть своя мифологическая птица, и, как правило, это не чайка или воробей. Крылатым покровителем народа Саха является Ксекю, Хатой Айы, владыка неба. Именно он является символом новых воздушных ворот столицы. Причем авторы проекта смогли практически оживить хищника из стекла и бетона. Вот эти переломы стекол, они должны изображать взмах крыльев. По ходу движения вот эти стекла меняют цвет, и как будто птица вот начинает расправлять крылья. Если о благополучии пассажиров в небе позаботится священный орел, то на земле за этим следят службы авиационной безопасности и транспортная полиция. Правоохранители еще на стадии проектирования тесно сотрудничали с архитекторами. Учтено буквально все: и дежурная часть, и современная система видеонаблюдения. Приобретен еще один интроскоп, который позволяет, значит, как бы не по требованию, а по желанию пассажира пройти его, не раздеваясь и не разуваясь. То есть не скажу, что в верхней одежде, а без верхней одежды, но не снимать пиджак, допустим, ремень, обувь, то есть вот такие вот неудобства. Впервые в республике установлены телескопические трапы для посадки сразу на борт лайнера. Модернизированная система выдачи багажа. Теперь пассажирам не придется ждать свои чемоданы на якутском морозе. Да и ожидание рейса будет комфортным для любого пассажира. Там у нас парикмахерская, комната матери и ребенка, пеленальная, так сказать, часовня. В той стороне будут, вы видите, бары. Там у нас, ресторан, не ресторан. Аэропорт уже работает на полных оборотах. Большинство первых пассажиров – участники международных игр «Дети Азии». Например, сегодня через новые воздушные ворота Якутии пройдут спортсмены из Кувейта, Сахалина и Хабаровского края. И первым в небе Якутии их встретит священный орел Хатой Айы.